सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोशो बोरो गायबात कर दे। Майрамби Шариф Зода. شناختم موشو برو در رفتی برنامه غیبت کردیم، بفرمایید. برای هوایم بسیار خرسند هستم. تشکر زیاد میگویم به این خواهری که با اسم دیانا میبراید و میگوید که مایرمبی فلان اسمدان. ای خواهر عزیز، در کجا که باشی خدا سلامت باشی، خدا نگهبانت باشد. Бин, если ты такая грамотная, Диана, ты должна была вопрос поставить так. Обращаюсь к министру внутренних дел Российской Федерации Колокольцеву, чтобы он полностью показал вот это видео с милиционерами в метро Тульской города Москвы. С самого начала. Как милиционеры подошли к этим двоим гражданам Таджикистана. Как они представились. Какие требовали документы? Почему это произошло? А показали кусок, когда уже свершился факт избиения и этого парня, и милиционера. Поэтому огромное спасибо этой Диане за ее черный пиар. Спасибо ей большое. Черный пиар тоже хороший пиар. Вот. Значит, мне очень жаль, что отец этих парней, бедный, очень был подавлен и просил всех, чтобы помочь. Вот его слова я перевожу, что мои сыновья не пьющие, мои сыновья воспитаны в духе ислама. А как вы все знаете, вопрос религии ислама самая миролюбивая, самая правдивая и самое правильное. Пример этому полностью поведение при жизни пророка Мухаммада Мустафа саллаллаху алейхи вассалям. Есть еще у вас какие-нибудь вопросы? И тоже то, что один таджик ранил двоих милиционеров в городе Москве, Южное Бутово. Вот эти все эти видео надо ставить с самого начала. Как вы думаете, какие будут последствия вот на этих поступках? Во-первых, смотрите, последствия это очень негативные и нехорошие. Очень жаль, что эти ребята нелегально находились в Москве. Очень жаль их. И, значит, то, что произошло, вот это, значит, избиение этого милиционера или боевой прием пистолета или что-то, да, и то уже, смотрите, это отражается на многих наших соотечественников из Таджикистана. Почему? Потому что все таджикистанцы будут страдать. Всех их будут проверять по месту жительства, по месту работы. И так видите, почему в Сахарово, допустим, отдельный вход для граждан Киргизии? Только потому, что Киргизия находится в составе Евроазиатского экономического союза. Вот поэтому дано им право входить без очереди. А Узбекистан и Таджикистан не являются. Вот, пожалуйста, вам. Да, и самое интересное, что таджики, я не хочу много говорить, я очень много говорила. Дай Бог здоровья всем людям на свете, независимо от их вероисповедания, от их социального происхождения, от их, как говорится, религии, от их мнений. Дай Бог всем здоровья, радости и счастья. Мы должны сейчас все молиться за две вещи. Первое. Дай Бог, чтобы весь мир попрощался с этим проклятым ковидом, дельтой, омикроном и другим, чтобы оставили всех людей на свете, как говорится, в состоянии покоя. И второй такой же ковид, такой же дельта, омикрон, это наш уважаемый президент Эмомали Шарифович Рахмонов, который довел народ свой до нищеты, до ужаса. Вот смотрите, и сейчас мы должны находиться в любой стране мира, когда человек приходит, другой гражданин, первым долгом он узаконить должен все свои, легализацию всех своих документов.
Поэтому чем травить таджика на таджика, лучше бачойки дархами Россия хасте. А мы бачакойки нау мебиоян. Хаваяко да пул карсте йордам шонкреке хаваяко. А мы документошно хамашуна легализовать кнан. Она патент гиран, разрешение на работу гиран. Йордам шонкреке, а мы ямуа пулаки, а мы хрокшонаву. Пули, а мы она квартира пулишонате. خدا خواستگی بشه پروردگار کریم و رحیم و ولی غنی بسیار بسیار سخی است و یکو کار میکنن اما پولایی که شما قرض داده و بر میگردونن تونه انا ایخل میشه دستگیری یکدیگری برادری همدردی به یک است انا ایخل رحم کردن به یگان به همه برادرای خودم به همه تاجیکای خودم ای کدام ملت که نباشه در کجا که باشه تشکر با شما. حالا من فکر شما را درباره یک مسئله دانستن میخواهم. در مرز با قرغیزستان در اسفره قریب 3 روز آشتی خوردن دوام کرد تا همین دیروز 19 شاید حالا هم آشتی خوردن دوام داشته باشد. دیروز 3 بار آشتی خوردن بود. پیش از این 2 بار دیگر موسفیدان هر دو طرف آشتی خورده بودند در نقطه های مرزی اسفره و بادکند. همین آشتی خوردن ها آیا نتیجه مثبت میدهد یا منفی؟ نظر شما در این باره چی است؟ آخه برادر عزیز و مهربان یگانه راه حل این مسئله همون государственный архив картографии СССР поднять эти карты, жирную провести точку и раз навсегда решить вопрос границы между Таджикистаном и Киргизией. Океама за минора фрукта, якымышки и цорус пандуски даруджа, ошхри кардесия на кайфе сафо каресен мусафедо, бабмеганки санкпартои йодгире. Ин авалин джанги бисёр солҳои дароз аст. هیچی فایده ندارد. این فایده هم نمی‌کرد به هیچ کس. برای که زمانه فروختگی شده است. Понимаете, это уже все продано. И обманывать людей, и этот самое, как говорится, из пустого в порожнее переливать, это тоже не дело. شما چی فکر میکنید؟ چی باید کرد؟ فکر شما چی است؟ باید چیکار کنند برای حل مسئله مرز؟ Единственный правильный вопрос – поднять карты бывшего Советского Союза 24-29 года и полностью провести красную черту, раз навсегда решить этот вопрос. Все, что относилось к Таджикистану, пускай остается Таджикистану, а все то, что дали на временное пользование, со временем. И еще самый интересный вопрос и самый правильный вопрос – если уважаемые киргизы до такой степени обнаглели, что никак не могут насытиться нашими землями испокон веков, которые были таджикские, вот уважаемый Алмазбек Атымбаев сказал, что наша родина – это Алтай Российской Федерации. Мы будем очень рады помочь им уехать обратно в Алтай, и вот тогда пускай там они какие безобразия хотят, такие безобразия строят. И пускай оставят раз навсегда таджикский народ и таджикские земли в покое. بسیار خوب. اما این حرفای شعاری هستند و ما اگر واقع بینانه گپ زنیم، اینجا من میخوام از شما نظرتون رو بپرسم که حالا به همین خریطه سالهای 1924 و 1929 چگونه ما میتوانیم قرغیزستان کشور همسایه را راضی کنیم که به همین خریطه تنتیند؟ کدام راه ها وجود دارد؟ اگر آنها راضی میشدن این جنگ خونریزی ها نمیشد، راضی میبودن همون سیمخور رو میکشیدند یا که علامت گذاری میکردند، تمام خلاص به خلاص بود. آنها به این راضی نیستند. اما چگونه میتوان راضی؟ به کدام راه ها میتوان راضی کرد؟ Во-первых, надо призвать сюда все бывшие советские республики, составить комиссию, раз навсегда решить этот вопрос. Ага.
با غیر از نمایندگان قرقیزستان و تاجیکستان باید از سابق اتحاد شوروی کمیسیا تشکیل کرد از نمایندگان سابق اتحاد شوروی. Представителей всех, значит, республик СНГ вот, поднять, конечно, правопреемником распада Советского Союза опять Россия. Из России мы никуда не денемся. И раз навсегда решит этот вопрос. حالا ببینید همین روسیه در همین جور تاجیکستان در همین کمیسیه ساختن به فکر شما بوی نمیدهد؟ مثلا گریم قرقیزستان عضو اتحاد اقتصادی اوراسیایی است و روسیه حتما کوشش بکند که جانب قرقیز را گیرد. Никогда в жизни. Дело в том, что граница разделительная, это есть граница, а Евроазиатский экономический союз, это Евроазиатский экономический союз. Две вещи мы не имеем права путать. Должны все представители бывших стран СНГ собраться, взять все эти карты и раз навсегда этот вопрос решить. Уважаемые киргизы, если не хотят жить спокойно, пожалуйста, мы можем им помочь всем переехать в Алтай. И все. Ташаккур зиёд ба шумо. Есть еще вопросы? Нету. Так что давайте будем все граждане, проживающие на территории Таджикистана, братьями, сестрами, родственниками, будем давать друг другу руку помощи и будем избавляться вместе от этого ковид, омикрон и дельты Эмомали Шариповича Рахмона со всей его преступной, коррумпированной семьей. بسیار خوب اشاره کردید. تشکر زیاد به شما. Спасибо.